В Булунгурский район Самаркандской области доставили гробы с телами двух местных жителей, погибших на войне в Украине, сообщает Азадлик. Со слов близких, 26-летний Бабур Абдумуминов и 24-летний Шахриор Джалолов уехали в Россию на заработки. Оба по каким-то причинам попали в тюрьму и отбывали там срок. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. После того, как кремлевский режим объявил о частичной мобилизации в сентябре 2022 года, в СМИ и соцсетях начали появляться публикации о привлечении мигрантов из центральноазиатских стран в ряды российской армии, в том числе и принудительном, с целью отправки на передовую. Так, 15 октября на полигоне в Белгородской области двое солдат открыли огонь по другим военнослужащим, в результате которого погибли двое нападавших и еще не менее 11 человек. Одним из нападавших был 24-летний житель Таджикистана Эхсон Аминзода, который работал в московском ресторане и, как выяснилось позже, был отправлен на войну прямо с улицы в ходе облавы на призывников. Второй, также гражданин Таджикистана Михроб Рахмонов, до призыва в армию отбывал срок в колонии в Брянской области. По данным правозащитных организаций, в рамках мобилизации в России мишенями вербовщиков становятся выходцы стран Центральной Азии. И потом оказываются завербованными. Валентина Чупик, директор правозащитной организации Тонг Джахони, говорит, что до трети из более чем 500 обращений, которые она получает от мигрантов каждый день, связаны с принудительной вербовкой. Есть случаи, когда в московском миграционном центре Сахарова от мигрантов требовали подписать документ на 40 страницах, включавший военный билет. В других случаях повестки выдавали выходцам из Центральной Азии, не имеющим ни российского гражданства, ни даже вида на жительство. В России теперь можно все что угодно, рассказывает Чупик, проекту «Настоящее время». Есть случаи, когда мигрантов задерживает на улице полиция или национальная гвардия, избивают, бьют током по половым органам и заставляют идти в армию. Конечно, они записываются. Только за последние 2 месяца в Таджикистан были доставлены более десятка тел погибших на войне в Украине. По мнению политолога Тимура Усманова, власти стран Центральной Азии не могут делать какие-то громкие заявления по этому поводу в адрес России, так как отношения с ней у каждой страны считаются дружественными и союзническими. Другой политолог Нуриддин Худайоров считает, что, возможно, правительства стран Центральной Азии и могли бы организовать массовое возвращение своих граждан, но это приведет к социальному напряжению в этих странах из-за отсутствия рабочих мест, что уже будет угрожать их собственному положению. Ты для чего сюда приехал, я еще раз сказал? Воровать? Работай, пожалуйста. Работать приехал. Собирайся, он сейчас в военкомат, понял? Я просто здесь стою.